Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Блин, очки оставил. Я извиняюсь. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны Курманбаевой Аиды Маратовны о проведении Конституционного суда производства на официальном языке и ввиду отсутствия возражения представителя Джогор Кенеша. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Курманбаевой о проверке конституционности части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда будет проводиться в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джулдошевой, Джумабаева, Касымалиева, Кадырбаева и Шаршиналиева, пресс-секретаре судебного заседания Камилы Мамыталы кызы. Камила, доложите о присутствии вызванных участников заседания. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающейся стороны представитель Курманбаевой Аиды Маратовны по доверенности Алмазбеков Тилек Алмазбекович. Со стороны ответчика представитель Джогор Кенеша Кыргызской Республики Бабаева Баглан Орманбековна. Кадыралиев Танарбек Сабырович опаздывает. Третье лицо. Постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Насаркановна. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Асакеев Эрнест Эркинбекович. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Мамытканов Шеримкул Замирбекович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Так. Тилек Алмазбекович, пройдите к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства и место работы. Алмазбеков Тилек Алмазбекович, 16 июля 93 года рождения, проживаю по... Присаживайтесь. Вопросов нет по... Бабаева Баглан Урманбековна, пройдите, пожалуйста, к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства и место работы. Бабаева Баглан Урманбековна, дата рождения 6 августа 1966 года. Работаю в Джогор Кенеше за сектором в юридическом отделе. Проживаете? Проживаю по адресу город Бишкек. Нет вопросов, коллеги? Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, пройдите, пожалуйста, к трибуне, представьте информацию о себе. Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдобаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года, проживаю в город Бишкек. Работаю постоянным представителем президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Сапьянова Маргарита Насаркановна, пройдите, пожалуйста, к трибуне, представьте информацию о себе. Я Сапьянова Маргарита Насаркановна, представляю по доверенности Верховный суд, проживаю в городе Бишкек. Присаживайтесь. Асакеев Эрнест Эркинбекович. Представьте информацию о себе. Прокурор управления уголовно-гражданского судопроизводства за исполнением судебных решений Асакеев Эрнест Эркинбекович. Прокуратура какой? Генеральная, да? Генеральная прокуратура. Год рождения 1983, 6 сентября. Адрес проживания город Бишкек. Присаживайтесь. Мамытканов Шеримкул Замирбекович.
Мамутканов Шеримкул Замирбекович, 29 октября 1995 года рождения. Проживаю в городе Бишкек. Представляю позицию Министерства юстиции по доверенности. Должность главный специалист управления законодательства по экспертизе нормативно-правовых актов. Присаживайтесь. Уважаемые судьи, есть вопросы по документам, удостоверяющим личность? Да. Кого? Всех вроде бы, да? Всех шаг, да? Уважаемый Алмазбеков Тилек Алмазбекович, Бабаева Баглан Урманбековна, встаньте, пожалуйста, вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Алмазбеков Тилек Алмазбекович, вам ясны ваши права и обязанности? У вас имеется заявление об отводе судьи или судей? Присаживайтесь. Бабаева Баглан Урманбековна, вам ясны ваши права и обязанности? Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Есть у вас дополнительное ходатайство? Нет, да? Да. В микрофон, пожалуйста, сначала, потому что у нас ведется стенограмма. Нет. Вам ясны нет. ваши права и обязанности? Нет. Вам ясны ваши права и обязанности? Ясны, да. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имею. Есть у вас ходатайство? Нет. Нет. Присаживайтесь. Извиняюсь. Хадралиев Тынарбек Сабырович, да? Я вам Да. делаю замечание. Пройдите к трибуне. Трибуне? Представьте информацию о себе. Кадыралиев Тынарбек Сабырович, заведующий сектором отдела комитета Джурку Кинес. Место проживания. И год рождения. Город Бишкек. Год рождения. 1959. Пройдите к себе и встаньте стоя, ладно, да? Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требования, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявить отвод судье или судьям. Кадралиев Тынарбек Сабырович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется. У вас есть ходатайство? Ходатайство. Да, мы принесли. Ой, я извиняюсь, нету ходатайства. Присаживайтесь.